Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, һаумы дуттар. Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Руслан Габбасов, я являюсь руководителем комитета Башкирского национального движения за рубежом, или комитет БНД, если коротко. Комитет был учрежден на онлайн-конференции 4 марта 2023 года. Тогда присутствовало около 40 башкир из разных стран мира. И на данной конференции председателем избрали меня. С тех пор я руковожу этой организацией. Были сформированы комитеты. Комитет по культуре, по языку, по религию, по IT-технологиям. Комитет на той же конференции осудил войну России против Украины. Осудил ее как агрессивную, захватническую войну. Также комитет постановил, что с этого момента он будет бороться за независимость Республики Башкортостан и за выход его из состава Российской Федерации. Потому что Российская Федерация показала себя кровавой империей, империей, которая не соблюдает права народов, не только которые находятся внутри ее, но и старается поработить другие народы, соседние народы. Комитет Башкирского национального движения за рубежом вот уже скоро 2 года будет, как ведет свою деятельность. Было проведено очень много различных масштабных акций. Есть свой сайт, есть свои YouTube-каналы. В наших рядах сегодня не только башкиры, татары, русские. Все они сегодня находятся за пределами Российской Федерации, потому что понятно, что на территории России невозможно вести политическую деятельность. А наша деятельность, она действительно не просто общественная, она общественно-политическая, потому что связана именно с основной целью обретения независимости Республики Башкортостан. Комитет Башкирского национального движения за рубежом на той же конференции утвердил проект будущего независимого Башкортостана. Данный проект примерно обрисовывает те черты будущего независимого Башкортостана, как он будет выглядеть, как мы его увидим, правовым, демократическим государством, независимым, естественно, форма правления парламентская, новое территориальное устройство. Все сегодняшние 54 района, как мы считаем, что их очень много, они будут сокращены, они будут иметь название кантонов. У Республики Башкортостан будет своя валюта под названием ХУМ. Будет своя армия, будет своя внешняя торговля, будут свои представительства во всех странах мира. Наша Республика Башкортостан будет иметь представительство в ООН, в Совете Европы, в Организации тюркских государств. Республика Башкортостан, учитывая тот потенциал, который у нее есть, экономический, культурный, природный, людской потенциал, мы уверены, что наша республика очень быстро станет развитым государством, которое сможет обеспечить достойный уровень жизни всем жителям Республики Башкортостан. Государственным языком Республики Башкортостан будет башкирский язык. Русский язык будет являться языком межнационального общения на ближайшие 30 лет. Ровно до того момента, пока мы не воспитаем несколько поколений людей, которые будут в совершенстве владеть башкирским языком и смогут обеспечивать жизнедеятельность во всех сферах нашей республики. Республика Башкортостан — это будет мирное государство, которое будет сотрудничать со всеми вновь образовавшимися государствами, с теми, которые сегодня существуют на мировой арене. Мы собираемся очень тесно взаимодействовать, как я сказал, с Организацией тюркских государств, в первую очередь с Казахстаном, с Турцией, конечно же, с Европой, с Евросоюзом и со всеми цивилизованным миром. Комитет Башкирского национального движения за рубежом в конце 2024 года провел еще одну онлайн-конференцию, на которой был избран уже омбудсмен от башкирского народа, жительница Соединенных Штатов Америки Айгуль Леон. Единогласно она была избрана омбудсменом. Сейчас она будет фиксировать все те преступления, которые совершаются на территории Республики Башкортостан, все эти правонарушения по отношению к людям. И впоследствии все, кто будет увлечен в преступлениях против граждан Республики Башкортостан, все они, конечно же, понесут наказание. Также функция омбудсмена будет заключаться в том, чтобы оказывать помощь гражданам Республики Башкортостан, которые сегодня выехали из Российской Федерации и ищут какой-либо помощи, чтобы легализоваться в тех или иных странах.
Комитет Башкирского национального движения за рубежом не является единственной такой организацией среди других коренных народов. Комитет Башкирского национального движения за рубежом входит в организацию Лига свободных наций. Я являюсь одним из учредителей этой организации. В эту организацию, в Лигу свободных наций, входят десятки различных национальных и регионалистических движений, которые точно так же, как и Комитет Башкирского национального движения за рубежом, ставят перед собой цель обретения независимости и выхода из состава России. И вообще, чтобы Россия прекратила свое существование как империя. Лига свободных наций проводит также очень много различных акций, где комитет участвует. Например, это неделя порабощенных народов, которая проходит ежегодно во всех странах мира, где присутствует Лига свободных наций. Комитет Башкирского национального движения за рубежом, надо отметить здесь, что в конце 2024 года открыл свой офис, официальный офис в городе Вильнюс, Литовской Республики. Здесь мы работаем, пишем, составляем документы. Здесь мы помогаем нашим гражданам Республики Башкортостан, которые обращаются к нам по тем или иным вопросам. Поэтому наша Республика Башкортостан будет свободным. Подпишись на «Свободный Башкортостан».